то после мечети я выходила на улицу и снимала платок, потому что стеснялась на тот момент. Но вскоре стеснение прошло. Светлана вживалась в новую роль мусульманки с невероятной быстротой и прилежностью. Муж Александр расценил такое поведение жены как провокацию. Обстановка в семье накалилась еще больше. Александр стал выпивать. Супруги расселились в разные комнаты. Муж дал Светлане срок – 1 год одуматься и уйти из ислама. Спустя год он смирился и решил уйти сам, из семьи. Я говорю, я ухожу. И она так разрыдалась. Ну, до этого были ссоры. Она же говорит, не нравится, не живи. Кто тебя там держит? А тут я увидел, что она очень переживала. Ну, плакала так, что здесь у меня думаю, что случилось, когда человек всегда, пожалуйста, свободный. А тут она так рыдала, что у меня это все внутри. Я говорю, я еще не ушел. Я говорю, подумаю. Я вставала на дополнительные намазы, ночные тахаджуд. И это такие намазы, где можно во время намаза много-много просить у Аллаха Всевышнего на любом языке. Я, честно говорю, я рыдала на этих намазах и просила у Аллаха, сделай так, пожалуйста, милостливый, чтобы мой муж стоял на намазах передо мной в качестве имама, чтобы у нас семья сохранилась, чтобы наши дети были мусульманами. Аллах услышал мои молитвы, говорит Светлана. Спустя год Александр вслед за женой и сыновьями принял ислам. Вместе с женой он выбрал себе новое имя – Али, что в переводе значит «возвышенный». Вот уже 12 лет, как он не притрагивается к алкоголю. Ровно столько же лет длится их новый союз, скрепленный исламом. Когда-то очень давно, в шутку, как я его спросила, я говорю, а вот если бы мы развелись, ты бы на мне еще раз женился? Он говорит, да никогда. А потом, когда нам читали никах, потому что когда мы после соседских отношений решили снова пожениться, потому что он стал мусульманином, все исполняющим, читающим намаз, тем более нам очень повезло, нам подарили 2 путевки в хадж, и буквально через 2 месяца после того, как, через 3 месяца, как Али начал читать, пришел в ислам, мы поехали в хадж. Я считаю, что самая высшая награда человека на земле, или, как сказать, это вот как раз прийти и уверовать, и жить по закону Создателя. С тех пор ислам один за другим стали принимать и другие родные Светланы. Сначала брат, потом мама. Вот только старшая сестра, которая живет в Германии, исповедуя христианство, очень болезненно восприняла эту новость. Когда она узнала, что еще и мама приняла ислам, у нее была просто истерика. Она была в шоке, потому что ей так было страшно за маму. Она считала, что все, мама пошла настолько по страшному пути, по пути дьявола, как она считала. И она сходила к своему батюшке, видно, с этим вот то, что у нее наболело. И он ей сказал, да что ты, ислам нормальная религия, там все у них правильно, они такие молодцы, и пост соблюдают, и ведут порядочный образ жизни. Единственное, что нас различает, христиане воспринимают Иисуса Богом, Сыном Бога, а мусульмане пророком. Теперь Светлана мечтает как можно скорее выйти на пенсию и уже полностью посвятить себя исламу, мужу, детям. Она уже много лет проработала в школе учителем обществознания, выпустила не одно поколение старшеклассников, а потом встретила их в мечети. Вот такие встречи, как бы случайные, со своими бывшими ученицами, в платочках, в мечети, знаете, вот до слез трогают такие встречи, потому что понимаю, что, наверное, какое-то зернышко я заложила тоже. Например, зло, справедливость, несправедливость. Как ни странно это звучит, но совмещать работу школьного педагога и ислам довольно сложно, признается Светлана. Будучи руководителем 10 класса, ей даже пришлось сопровождать детей на дискотеку в ночной клуб. Вот когда мы были последний раз на дискотеке, там огромный монитор, с которого, значит, на котором идет реклама Мальборо, пива, вина. Все это преподносится под, значит, красивые виды, красивые женщины с красивыми бокалами вина, тоже мужчины такие элегантные с бокалами вина в руках. То есть, понимаете, и туда я привела своих детей. Для меня совершенно это невозможно. Но даже уйдя на пенсию, Нурия Ханум не оставит занятия с детьми. Она будет проводить их при мечети. Такие уроки в родных для нее мусульманских стенах педагогу очень по душе, как и ребятам. А живет он в Африке, в Индии. И еще, как учитель, Светлана очень переживает, что современным детям еще со школьной скамьи не объясняют то, что действительно очень важно в будущей жизни. Когда я говорю, кто мечтает, например, стать профессиональной мамой, профессиональной женой, все говорят, ой, это же так скучно, стены, дети, пеленки, там, подгузники. Я очень жалею, что нет в школе такого курса, который бы детей готовил психологически к тому, что супружество, создание семьи – это великая радость.